Строительные работы в доме-интернате селения Троицкое, которое с недавнего времени носит название «Забота», начались со спального корпуса. В отремонтированном несколько лет назад здании не было условий, необходимых для детей, поэтому новоселье так и не отметили. За время, что пустовало, оно пришло в непригодность. Облезла штукатурка и краска, везде была плесень и сырость. Помимо этого отсутствовали соответствующие нормам санузлы, пандусы, раковины и ряд медицинских помещений. Все это будет доступно после ремонта. Шпаклевка, будет покраска, будут оборудованы санузлы перегородками соответствующими, оборудована ванная комната, оборудовано помещение для ординаторской с санузлами, кабинет для старшей медсестры, оборудуется кабинет игральных, столовые, где будет приниматься пища, там тоже соответствующие работы, коммуникационные и так далее, работы там проводятся. Значит, изолятор оборудуется соответствующим образом с санузлом. Основанием для проведения ремонтных работ стало обращение директора интерната на имя бизнесмена Микаила Гуцариева, который лично посетил учреждение и принял решение о выделении денежных средств из благотворительного фонда «Сафмар». Меценатская деятельность известного предпринимателя осуществляется в рамках его договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Он сам выезжал в интернат для детей, который у нас в Троицке находится. И он сам туда выезжал, и мы с ним обсуждали, там очень много работы. Даже основной корпус надо, чуть ли не заново его строить, понимаете? И качественную воду, чтобы подавали. И вот эти два объекта, кроме того, что он много делает у нас на сегодняшний день, но эти два объекта он лично сам взял на себя и уже приступили к их проектирование тех или иных вопросов и будет сделано. Дальнейшее будем также продвигаться и приносить пользу республике. И участие в этом, огромная часть, участвует благотворительный фонд «Самфар». На объекте рабочие приступили и к благоустройству прилегающей территории. Проведен демонтаж брусчатки, старых бордюрных камней и дорожного покрытия. Все это тоже обновится в ходе ремонта. Меняется полностью бордюры, делать тротуарные, из тротуарных плиток дорожки, места прогулок опекаемых. И одновременно здесь будет прокладываться асфальт в необходимых местах. От спортзала и до канализационной ямы, да, там ранее был сделан железный забор. Значит, и высота его не соответствует требованиям. Этот железный забор демонтируется, туда ставятся вот такие же железобетонные плиты соответствующей высоты. Кроме этого, вдоль вот этой канализационной ямы территории соседей оно выше нашего забора, тоже железобетонных плит. Но там решили нарасти это место сеткой с соответствующим укреплением. Помимо этого планируется обновить всю мебель, постельное белье, кухонные принадлежности для пищеблока. Кроме того, предусмотрены ремонтные работы и на нескольких объектах жизнеобеспечения дома-интерната. Планируется ремонт административного корпуса, ремонт котельной с установкой второго котла, ремонт складов, которые и мастерской, которая примыкается к этой котельной. Дополнительно возле старого корпуса, как мы видели, смотрели, там есть банно-прачечный, это довольно большое здание, там также планируется ремонт. Также вы видите, за моей спиной находится пищеблок, там тоже планируется ремонт. Значит, проходной, значит, делается капитальный ремонт, как вы там видите, уже окна, двери поменяли, идут малярные работы. Малярные и другие работы будут меняться и кровли. Водонапорная башня
Я общался с руководством, которое занимается этими работами. В ближайшее время его подготовка, передислокация сюда будет завершена, транспортировка. Также, кроме этого, там скважине необходимо заменить водоподъемные трубы, на конце которой будет установлен глубинный насос. Я искренне благодарен Гуцериеву Михаилу Саварбековичу за его чуткое внимание, за его заботу к этим немощным, больным, опекаемым детям. И особо хочется поблагодарить, если бы он не обратил бы внимания и не провел бы все эти работы, значит, мы так и нуждались бы в этих работах, улучшении этих условиях, так же, как и раньше. На сегодня в интернате живут и получают терапию около 20 человек. Большая часть из них прикованы к кровати и нуждаются в особом уходе, осуществлять который в существующих условиях было невозможно. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.